Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 2023 год, год столетия физкультурного движения в Якутии. И все события спортивные воспринимаются через призму векового юбилея в республике. Обо всех знаменательных и интересных спортивных мероприятиях, состоявшихся и предстоящих далее, нам расскажет гость в нашей студии Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Леонид Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Главное событие года. В Кузбассе завершились международные зимние спортивные игры «Дети Азии». Вот какую оценку вы дадите по ее итогам, ну и как выступила сборная Якутии? Сергей, разрешите, во-первых, поздравить наших прекрасных дам наступающим Международным женским днем 8 марта, да, пожелать им весеннего настроения и, конечно же, счастья. Да. Международные зимние спортивные игры в Кузбассе завершились. Буквально вчера наша сборная и коллектив Якутии прилетели. Мы рады, что выступили хорошо. Кузбасс встретил нас, можно сказать, теплыми объятиями, и организация этих игр была на высоком уровне. Мы благодарны Кемеровской области за то, что они продвигают идею олимпийского движения, идею «Дети Азии», которую мы основали. Поэтому мы очень рады, что там прошли вторые зимние игры. Как вы знаете, приняли в этом участие 12 международных стран по 12 видам спорта, более 1000 участников, спортсменов. В этих играх приняли участие. Якутия участвовала 60 спортсменами и приняли участие 6 видам спорта. Мы завоевали 8 медалей различного достоинства. Чемпионом стал Николай Копырин по лыжным гонкам, эстафете дружбы. И у нас 3 серебра, 4 бронзовых медалей. Один из них по сноуборду Илья Колесов завоевал. И, конечно же, это нас радует о том, что мы в новых видах спорта уже завоевали медали. По сравнению с 2019 года, где проходили первые игры, у нас прогресс есть. Тот раз у нас было 6 медалей, то у нас уже в этих играх 8 медалей. И в предыдущих играх у нас не было чемпиона, но в этих играх уже у нас есть чемпион. Поэтому мы рады по участию наших детей в этих играх. Также хочу отметить, что открытие этих игр прошли на очень высоком организационном уровне. Праздник спорта удался. Открыли эти игры сам министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и, конечно же, президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов. Также приняли участие на открытии такие знаменитости, как Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, да, Александр Калелин, трехкратный олимпийский чемпион, Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок, да, также Александра Трусова, и такие большие знаменитости приняли участие на этом открытии. Леонид Николаевич, вы сами являетесь чемпионом первых международных игр «Дети Азии», по себе знаете, каково это участвовать в таких крупных мероприятиях в юном возрасте. Скажите, насколько сильный толчок дает молодому спортсмену участие в таких крупных соревнованиях? Во-первых, хочу поблагодарить нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева за то, что и людей, которые придумали эти игры, да, и основали эти игры, за то, что они дали очень многое для будущего поколения детей. Благодаря международным играм «Дети Азии» многие дети в этой жизни достигли очень многое, не только в спорте, да, и в других сферах, и которые в жизни, да, поэтому для спортсменов, которые выбрали спортивную карьеру, для них это большая, да, ступенька для будущей карьеры спортивной. Для меня тоже она являлась первой ступенькой развития. Я впервые участвовал в международных играх, а также
соревновался с другими странами, да, с другими ребятами. Поэтому я думаю, что эти игры дают очень большое для спортивной карьеры, для будущих результатов. Также те, которые не выбрали спортивную карьеру, для них тоже очень много дает. Они познакомились с своими ровесниками из других стран. Конечно, они познали очень многое. И для них это будет история, и они будут уже, кто участвовал, уже будет вспоминать всю жизнь, что приняли участие на таком большом мероприятии, спортивном мероприятии. Ну, где-то, может быть, даже познакомились со своими будущими соперниками постоянными, да, уже на ковре, Ну да, во конечно. взрослом виде, Да, можно да, так сказать. Да? обязательно. Вы приняли участие во Всероссийском форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве. Вот, насколько продуктивным был выезд и какие новшества в плане развития физкультуры и спорта вы увидели и хотели бы отметить? Ну, мы, делегация Министерства физкультуры и спорта, приняли в таком большом мероприятии Министерства спорта Российской Федерации, где приняли участие многие организации в сфере спорта, федерации спортивной, всех федераций Российской Федерации, да, и исполнительной власти регионов Российской Федерации. В этом форуме были организованы 20 направлений вопросов, да, и также в конце этого форума прошли коллегия Министерства спорта Российской Федерации, где мы подвели итоги 2022 года и задачи 2023 года. Также в этом форуме был дан старт столетию физкультурного движения в Российской Федерации. Олег Матыцин и Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, дали старт и открыли этот год столетию физкультурного движения. Но уже сегодня в Якутске откроется турнир по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Вот расскажите, как сборная команды Якутии готовилась к данному турниру, ну и ваши ожидания от их выступления? Во-первых, хочу любителей всех вольной борьбы поздравить. И сегодня день рождения Романа Михайловича Дмитриева, нашего великого и первопроходца по вольной борьбе из народа Саха-Якутии, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Сегодня ему исполнилось 74 года. В следующем году будет юбилейная дата, 75 лет. Поэтому мы ежегодно проводим в эти даты, примерно в марте, да, его турнир. И мы в этом году проводим уже 9 по 12 марта. В конце этой недели будет уже дан старт международного турнира. Участие примут тоже 13 международных стран, которые уже прилетели, некоторые спортсмены. И, конечно же, будет участвовать 27 регионов Российской Федерации. Наша команда готова, и мы ежегодно делаем хорошие результаты на этом турнире. Также прилетит сборная Российской Федерации по молодежной. Да. У нас будут еще почетные гости. Алена Карташова, призерка Олимпийских игр. Будет Абдусалам Гадисов, призер Олимпийских игр, старший тренер сборной. Да. Петр Юмушанов, начальник команды Российской Федерации по вольной борьбе, Федерации борьбы. Приедут главный судья Анатолий. Ну, главный судья. Да, я забыл фамилию, но главный судья, да, Ковалев, Анатолий Ковалев, да, и также приедет жена Романа Михайловича Дмитриева, Антонина Сафроновна Дмитриева, дочь Романа Михайловича Дмитриева. Ну и такие будут почетные гости, где можно с ними тоже поговорить, сфотографироваться. Ну, можно смело сказать, что это один из крупнейших турниров среди юниоров, наверное, мирового уровня, да, по вольной борьбе. Вот расскажите, вы с собой принесли награды, я так понимаю, этого турнира. Да. Вот что вот из себя представляет? Вот вкратце пишите нам, пожалуйста, я вижу медали. У нас 9 марта будет пресс-конференция этого международного турнира. 9 марта мы планируем, где мы будем презентовать медальную атрибутику. Такие вот у нас изображен олимпийский чемпион Романа Михайловича. И с другой стороны, столетие физкультурного движения нашей республики. Мы, конечно же, все наши турниры, которые в этом году проходят, будем
именовывать столетие физкультурного движения нашей республики. И новшество нашего турнира, то мы в этом году сделали такой пояс для чемпионов этого международного турнира. Да? То есть каждый чемпион в каждой весовой чемпион категории получит вот такой пояс. Да. Также у нас есть новшество в этом году. На турнире будут участвовать впервые девушки. Девушки по То есть вольной девушки. борьбе А будут. сколько всего участниц будет? А участниц будет 87 девушек, да, а среди юниоров для юношей будет участвовать 184 участника. Поэтому у нас будет более 300 участников на этом турнире. Ну, очень серьезный, крупный турнир, действительно. Ну, а в этом году республика отмечает столетие физкультурного движения. Вот вы уже показали медали. Вот какие мероприятия пройдут в рамках празднования столетия? Ну, празднование столетия мы уже начали. Каждое соревнование, которое мы проводим в этом году, мы посвящаем к столетию физкультурного движения нашей республики и в Российской Федерации. Да. И в октябре мы будем делать открытие, ну, не открытие, а отмечаем столетие, потому что в октябре подписали указ о том, чтобы создали исполнительный орган по физической культуре и спорту в ЯССР, да, тогда время было. И в конце года мы сделаем съезд работников физической культуры и спорта нашей республики. Вот так будем отмечать столетие физкультурного движения. Также мы в этом году выпустим книги «История спорта», мы сделаем документальные фильмы, ну и, конечно же, буклеты по видам спорта, ну и так далее. Очень много мероприятий будем делать. Ну, а в апреле в Якутске состоится молодежный фестиваль «Мусустар», где традиционно мы ожидаем мастер-класс титулованных спортсменов России. Вот кто в этом году посетит Якутск и какие мастер-классы покажет? Ну, по линии физической культуры и спорта тоже мы сотрудничаем с Мусустаром, да, по организации этих мероприятий. И по линии спорта у нас приедут такие знаменитости, как Ксения Дудкина, олимпийская чемпионка, да, Лала Крамаренко, тоже трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, Камила Валиева, российская фигуристка, тоже олимпийская чемпионка. Никита Нагорный приедет у нас, тоже олимпийский чемпион, покажет мастер-классы по спортивной гимнастике. Также Дарья Спиридонова, серебряный призер Олимпийских игр, тоже гимнастка российская, которые тоже приедут, будут встречаться с нашей молодежью, дадут мастер-классы и будут принимать участие в торжественном мероприятии «Мусустар». Мы рады, что проводятся такие мероприятия в нашей республике, развитие молодежи во всех сферах, да, поэтому мы, конечно же, сотрудничаем и работаем, наверное. Ну, будем с нетерпением ждать приезда именитых спортсменов. Леонид Николаевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в вашей дальнейшей работе, конечно, успешного проведения такого крупного турнира по вольной борьбе. Спасибо, всех приглашаем. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.